Башкортостан является самой северной оконечностью Дар-аль-Ислам, то есть той части Айкумены, где исторически преобладала исламская религия. Здесь, на заснеженных просторах Урала и Поволжья, более 1000 лет назад был услышан призыв пророка и посланника Аллаха Мухаммеда. Кажется невероятным, что ислам смог распространиться так далеко на север, достигнув областей, граничащих с крайними пределами земли, где, по представлениям арабской географии, обитали лишь ужасные народы Яджудж и Маджудж, соответствующие библейским Гог и Магог. Когда пришла помощь Аллаха и победа, и ты увидел, как люди входят в религию Аллаха толпами, то восславь хвалой Господа твоего и проси у Него прощения. Поистине, Он обращающийся. Коран, сура «Помощь». О том, когда и при каких обстоятельствах религия ислама утвердилась на просторах Урала, Поволжья и Сибири, сохранилось достаточное количество исторических известий, зафиксированных в основном в арабских источниках. Кроме того, до наших дней дошло множество преданий местного происхождения, которые отразились в татаро-башкирской литературе жанра таварих. При жизни посланника Аллаха пророк Мухаммед отправил послание византийскому императору Ираклию I и иранскому шаху Хасрову Парвизу с настойчивым призывом признать истину Корана. «Если примешь ислам, ты спасен, или же готовься к бою с Аллахом и его посланником, и не ослабнет бой». Однако тюркскому Кагану Мухаммед не делал грозных предупреждений. Напротив, основателю ислама приписывают следующее изречение: «Оставьте с миром тюрков, пока они вас оставляют в покое». Однако уже при халифе Усмане арабские полководцы вступают в жестокую борьбу с хазарским каганатом за обладание Арменией и Азербайджаном. Арабо-хазарские войны с переменным успехом продолжались более 100 лет и сопровождались беспримерным упорством и мужеством с обеих сторон. Непобедимые арабские армии уже покорили Иран, Индию и вышли к границам Китая и Тибета на востоке. На западе ими были покорены вся Малая Азия, Сирия, Северная Африка и Испания. Халифат раскинулся на многие тысячи километров, а Хазарский фронт по-прежнему оставался на той же линии. На Хазарском фронте сложили головы арабские военачальники Салман ибн Рабия и Джерах аль-Хаками, знаменитые полководцы Хабиб ибн Маслама и сын халифа Маслама ибн Абдул-Малик воевали с переменным успехом, и лишь Марвану ибн Мухаммеду удалось нанести поражение хазарскому Кагану. Но эта победа, как и вся столетняя война, не дала желаемых результатов. Хазары уступили халифату Азербайджан и Армению, но в делах веры упорствовали по-прежнему. Принятие ислама означало бы признание духовной власти багдадского халифа. Принятие христианства означало бы пусть номинальное, но все же подчинение Византийской империи. Хазарские каганы и знать избирают третий путь – принимают иудаизм. Советский ориенталист Михаил Артамонов писал: «Возведение иудаизма в государственную религию имело значение политического самоутверждения, демонстрации не только независимости, но и равенства хазарского каганата с Византийской империей и арабским халифатом, и явилось ответом на попытки с той и другой стороны подчинить Хазар своим интересам». Михаил Артамонов. История Хазар. Религиозные преследования в Сасанидском Иране и Византийской империи вынудили тысячи евреев спасаться бегством в Хазарию. Именно под их влиянием часть хазарской знати обращается в иудаизм. Этому способствовали брачные связи хазар с еврейской общиной, обосновавшейся в столице каганата, городе Итиле. Историк Лев Гумилев писал: «Иудейская община в Итиле не только накопила огромные богатства, но и включила в свой состав ханов тюркской династии Ашина.
Тюрки сохранили обычаи многоженства, женились на прекрасных еврейках, а сыновья их, оставаясь тюркскими царевичами, становились членами иудейской общины. Лев Гумилев, Древняя Русь и Великая Степь. Смысл слов Льва Гумилева ясен. У большинства евразийских народов принадлежность к фамилии, общине или народности определяется по отцу. У евреев, наоборот, по матери. Таким образом, дети хазарских воинов и евреек одинаково считались своими как в среде хазар, так и в среде иудеев. Подобный симбиоз мог бы быть продуктивным, если бы не одно «но». Говоря словами Михаила Артамонова, национальный характер иудейской религии противоречил превращению ее в идеологию неограниченного происхождением классового общества, а следовательно и в религию разноплеменного государства. В самом деле, если хазарскую знать удалось приобщить к религии Моисея, то в отношении всего населения Хазарского царства это было сделать невозможно. Большинство исследователей сходятся на том, что в конечном итоге иудаизм, принятие иудаизма в качестве государственной или официальной религии Хазарии сыграло негативную роль в истории Хазарии. Встретив непреодолимую преграду на юге в лице халифата, хазарский каганат стал быстро расширяться в других направлениях. Хазарские войска захватывают степи Дона, Крым, покоряют славянские племена Мордву и марийцев. Под протекторатом Хазарии оказываются печенеги, венгры, волжские булгары и башкиры. Государство было огромным, но отнюдь непрочным изнутри. Иудейская верхушка оттеснила от управления все другие группы населения, и это порождало недовольство. Ислам и христианство утверждали равенство всех людей, невзирая на их национальное и социальное происхождение. Поэтому рядовые хазары в массовом порядке восходили в религии Иисуса и Мухаммеда. Арабский автор X века Истахри пишет: «Царь их иудейского вероисповедания, и говорят, что свита его числом около 4000 человек. Хазары, мусульмане, христиане и иудеи, и есть среди них идолопоклонники. Самый малочисленный класс иудеи, а самый большой – мусульмане и христиане». Ибрагим аль-Истахри, Книга путей и стран. По свидетельству того же Истахри, в столице Хазарии, городе Итиле, было 30 мечетей. Таким образом, то, чего не смогли добиться арабские полководцы силой оружия, свершилось без малейшего принуждения. Ислам становится формой протеста против социального и религиозного неравенства, царившего в Хазарии. Он распространяется по всему Волжскому пути и достигает Булгарии. Во всех преданиях подчеркивается исключительно добровольный характер принятия ислама народами Урала и Поволжья. В них сообщается, что еще при жизни Мухаммеда к правителю волжских булгар были отправлены сподвижники пророка для обращения населения в ислам. Башкирский писатель конца XVIII века Таджуддин бен Елчигул в своей книге «Тарих Нама и Булгар» приводит следующие обстоятельства принятия ислама булгарами. У царя Булгар Айдархана тяжело заболела дочь. В этот момент в город Булгар прибывают 3 сподвижника пророка Мухаммеда, выходцы из священного города Медины: Абдарахман бен Зубейр, Зубейр бен Джада и Хантал бен Раби. Последний взялся вылечить ханскую дочь от недуга при условии принятия ханом ислама. Хантал бен Раби излечивает свою пациентку, а хан вместе со своим народом, выполняя условия договора, становится мусульманами. Так утверждает предание. Что касается исторической науки, то ее данные говорят о ниже следующем. В начале IX века в Хазарии вспыхнула гражданская война, вызванная недовольством засилия иудейской знати в управлении государством. Следствием этих внутриполитических потрясений стало усиление сепаратизма на окраинах хазарского каганата. Вассал хазарского кагана, правитель волжских булгар Алмуш, отправляет в Багдад своего посла с предложением повелителю правоверных халифу Джафару аль-Муктадиру оказать помощь в деле обращения своей страны в ислам. Весной 921 года в Багдад прибыл посол из отдаленной северной страны. Посол с севера привез письмо от болгарского эльтебера Алмуша. Эльтеберами назывались правители провинции хазарского каганата. В
письме болгарский правитель просил прислать кого-нибудь, кто бы наставил его в вере, воздвиг мечеть, а в ней кафедру, с которой произносилась бы проповедь от имени багдадского халифа. На деле это означало, что булгарский Эльтебер отказывается от хазарского подданства в пользу подданства багдадскому халифу, повелителю всех правоверных. И вот в 921 году в Волжскую Булгарию отправляется экспедиция, секретарем которой был Ахмед ибн Фадлан. Из Багдада она отправляется в Бухару, затем в Хорезм и весной 922 года вступает в безбрежные тюркские степи. Ибн Фадлан записал в своем отчете о путешествии: «Пришлось нам испытать всякие бедствия и трудности. Сильный холод сменялся выпадением снегов, при котором холода Хорезма казались нам летними днями. И мы не замечали ничего, мимо чего шли, так как наши души были близки к гибели». Наконец экспедиция приблизилась к стране башкир. Ибн Фадлан пишет: «Мы попали в страну башкурт, которая относится к тюркскому племени. Мы очень остерегались их, потому что это худшие из турков и более других, склонные к убийствам. Один из них сказал, что у него 12 богов: бог зимы, бог лета, бог дождя, бог ветра, бог деревьев, бог лошадей, бог воды, бог ночи, бог дня, бог смерти, бог земли. А самый большой бог находится на небе. От себя же могу добавить, что наш Аллах превыше всего, о чем говорят эти нечестивцы». Башкиры не только не тронули посольство, но и беспрепятственно пропустили его через свои земли. Кажется, они не были против создания антихазарского блока на северной периферии Каганата. Наконец, 12 мая 922 года посольство прибыло в столицу Волжской Булгарии, город Беляр. Через несколько дней с минбара тогда еще деревянной мечети было провозглашено: «О Аллах, спаси и сохрани раба твоего Джафара ибн Абдаллаха, булгарского царя, клиента повелителя правоверных». Дело в том, что булгарский Эльтебер Алмуш принял мусульманское имя Джафар в честь халифа, а его покойный отец был назван Абдаллахом. Именно с этого момента неугасимый светоч ислама стал распространяться по всему Урало-Поволжью. Факты, приведенные Ибн Фадланом в своем отчете о путешествии в Булгарию, свидетельствуют о далеко зашедшем процессе исламизации булгар и башкир. Булгарского посла ко двору халифа Джафар аль-Муктадира звали Абдаллахом, а проводником арабского каравана был башкир-мусульманин. Когда же посланцы халифа прибыли в Булгар, то обнаружили, что там уже есть мечеть, а некоторые группы населения уже исповедуют ислам. Торжественное чтение письма халифа состоялось при полном стечении народа. Ахмед ибн Фадлан пишет: «Переводчик, не переставая, переводил букву в букву. Когда мы закончили чтение, они дружно воскликнули «Аллаху Акбар» таким криком, от которого задрожала земля». Конечно, есть и теории, скажем так, например, Ахмедзаки Валиди выступал с такой точки зрения, что принятие Волжской Булгарии ислама сыграло, скажем так, решающую роль в закате Хазарии. Но есть и другие точки зрения. Но в любом случае большинство исследователей сходятся на том, что с точки зрения дальносрочных перспектив принятие иудаизма Хазарии было ошибочным. В течение нескольких веков исламский мир жил в состоянии тягостного ожидания бедствий, грозящих с востока. Согласно кораническим преданиям, Зуль-Карнайн или Александр Македонский воздвиг стену для защиты от ужасных народов Гог и Магог. Но шли упорные слухи, что та стена разрушена, и варвары готовы обрушиться на весь цивилизованный мир. Как показали дальнейшие события, эти слухи имели под собой реальное основание, так как началось монгольское нашествие. В XIII веке над исламским миром нависла угроза монгольского уничтожения. Монголы разгромили Хорезмский султанат, а затем уничтожили Багдадский халифат, государство преемников пророка Мухаммеда. Последний аббасидский халиф Мустасим был казнен по приказу Хулагу хана после взятия Багдада.
И только тюркские мамлюки под командованием египетского султана Бейбарса, родившегося в степях современной России, сумели разбить монголов в Палестине и в Сирии. Не избежала монгольского порабощения и северная периферия исламского мира. Казалось, ислам в Урало-Поволжье погиб навсегда. Однако это было не так. Невзирая на репрессии, булгары и башкиры остались верны исламу. Так, когда венгерские миссионеры отправились в Башкирию, чтобы отыскать родину предков и обратить ее население в католичество, их постигла неудача. Я, брат Иоганка с двумя братьями-венграми и одним англичанином дошли до Баскардии, большого народа. Государя же всей Баскардии, с большей частью его семьи, мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Когда же мы участили поучения о вере и доказывали сарацинским ученым, что закон их ложный, нас схватили и с жестокостью заключили в тюрьму. Письмо Иоганки генералу ордена Миноритов, 1320 год. После образования государства джучидов на мусульманских территориях Урала и Поволжья восторжествовал тюрко-монгольский тенгризм, вера в бога Тенгре, владыку духовного мира, и богиню Этуген, владычицу мира физического. Возвратилась старая религия, которую исповедовали прадеды булгар и башкир. Восторжествовало также христианство несторианского толка, которое исповедовала добрая половина монголов. Что касается ислама, то он стал в лучшем случае терпимой религией. Но вот правителем Золотой Орды стал царевич Узбек, воспитывавшийся в Иране при дворе местной монгольской династии. Молодой хан, получивший мусульманское имя Мухаммед, объявил ислам государственной религией своего государства. Теперь процесс исламизации развернулся в масштабах всей огромной Золотой Орды. Волжская Булгария и без этого была мусульманской страной, где ислам имел государственный статус до нашествия монголов. Что касается Башкирии, то здесь большую долю населения составляли язычники или двоеверцы. Поэтому религиозная реформа узбек-хана создала условия для окончательной победы ислама в Башкирии и начала исламизации многочисленных кочевых племен Причерноморья, Северного Кавказа, Казахстана и Сибири. Однако и теперь распространение ислама шло только на началах добровольности. Непосредственную миссионерскую деятельность на безбрежных просторах Евразии вели проповедники суфийских орденов тарикатов. За тысячи километров от Бухары, Багдада и Каира, куда не смогли бы добраться утонченные мусульманские ученые и законоведы, туда, невзирая на холод и голод, презирая опасности и трудности пути, проникли аскеты с дервишскими посохами в руках. Они облекали аяты Корана в форму стихов на тюркском языке и таким образом знакомили кочевых тюрков с истинами высшего порядка. Это великое хождение в народ продолжалось вплоть до тех времен, когда вся территория бывшей Золотой Орды оказалась под властью Российской империи. Одним из таких подвижников и атлетов духа был Хусейн Бек. В годы правления Мухаммеда Узбек-хана, когда ислам стал государственной религией, он прибыл в Башкирию из города Яссы, расположенного на берегу Сырдарьи, и развернул широкую миссионерскую деятельность. Именно ему местная традиция приписывает заслугу окончательной исламизации населения Башкирии, в результате чего Хусейн Бек стал первым имамом Башкирии и одновременно первым ее суфийским шейхом. Недалеко от столицы Башкортостана, города Уфы, стоит его усыпальница. На надгробии могилы шейха имеется полустертая надпись: «Да будет широко милосердие Аллаха покойному хаджи Хусейн-беку, сыну Умар-бека из земли Туркестана. Господи, не оставь его своей милостью». Хусейн-бек, сын Умар-бека, умер в 739 году хиджры, имея от роду 76 лет. Здесь погребен первый проповедник ислама в Башкирии. Вплоть до окончательного торжества коммунистического режима в России, могила Хусейн-бека была объектом паломничества мусульман Урала.
Согласно башкирским преданиям, Хусейнбек был мюридом знаменитого суфийского шейха Ахмеда Яссави, который, судя по прозвищу, происходил из туркестанского города Яссы. Однако этого быть не могло, так как Хусейнбек жил на 200 лет позднее Ахмеда Яссави, а потому мог быть его учеником только через силсилу, цепочку духовной преемственности. Таким образом, в лице Хусейнбека мы впервые видим тот тип духовных наставников мусульман, который преобладал в 18, 19 и начале 20 века. Занимая официальные должности муфтиев, мухтасибов и имам-хатибов, они находились также на той или иной ступени суфийского пути познания. Яркими представителями этого типа деятелей были муфтии Алимджан Баруди, Риза ад-Дин Фахриддин, Абдрахман Расули и, конечно же, шейх и троицкий имам Зайнулла Расулев. Однако, чтобы понять, как и когда сложилось это парадоксальное явление, нужно вернуться в более отдаленное прошлое. В XVI веке, после падения мусульманских ханств Поволжья и Сибири, территория Башкирии и Волжской Булгарии оказалась под властью русских царей, внутренняя политика которых в период становления многонационального и многоконфессионального государства не всегда отличалась веротерпимостью. В 17-18 века царское правительство вело действительно масштабную кампанию против ислама и его институтов. В Башкирии, может быть, это не выражалось такие погромы, как, скажем, например, в Татарстане, когда мечети сотнями уничтожались, муллы сотнями ссылались в ссылку. В Башкирии религиозная политика царизма была более, скажем так, лояльной, что ли, но во многом благодаря башкирским восстаниям. И всегда башкиры, когда поднимались в борьбу против царского режима за отстаивание своих прав, в том числе религиозных, они всегда ссылались, что когда они входили в состав русского государства, им была обещана свобода религии. Тем не менее, башкирские восстания бушевали более 2 веков. Ярко выраженный религиозный характер носило восстание 1681-84 годов, причиной которого стал указ правительства о крещении казанских татар. Восставшие башкиры избрали своим духовным вождем мнимого или подлинного потомка пророка Мухаммеда Сеида Джафара и провозгласили джихад. Однако наиболее четко сформулировал претензии мусульман царскому правительству и изложил их в письменной форме мулла Батыршах Алиев, идеолог башкирского восстания 1755 года. Может ли быть хуже того, когда совращают людей с правой веры, истинность которой они признают, в веру, истинности которой они не признают? Ведь людям любого исповедания дорога именно своя вера, писал пламенный мулла императрице Елизавете. Опасаясь поголовного восстания мусульман Российской империи, она принимает решение прекратить гонения на ислам. Однако в официальной форме переход ислама из категории религии гонимой в разряд религии терпимой состоялся при императрице Екатерине II. Последним вождем башкирского народа в годы ее правления был Салават Юлаев, конный памятник которому, кстати, самый большой в Европе, стоит в Уфе на высоком берегу Агидели. Именно вот башкирские восстания 17-18 веков показали правительству бесперспективность антиисламской политики, и правительство всерьез задумалось, каким же способом интегрировать российских мусульман в состав русского государства. И тогда прозорливая Екатерина II предложила совершенно другой стратегический курс на содружество, на сотрудничество с исламом и с исламскими институтами. И в 1789 году в Уфе, именно в Башкирии, на стыке Европы и Азии, был создан специальный центральный государственный орган по делам
мусульман. Речь идет об Оренбургском Магометанском духовном собрании. И вот именно начиная с конца XVIII века мы можем говорить, что ислам из религии гонимой стал терпимой религией в Российской империи. Мы, конечно, не должны преувеличивать, что степень толерантности царского правительства к исламу, и должны всегда подчеркивать, что это была действительно терпимая религия, официальной или первенствующей, как по официальной терминологии, оставалась все-таки православная религия, которая имела, или только оно имело право проводить миссионерскую работу, в том числе среди мусульман, что и проводилось и в XIX веке, и в начале XX века. В 1787 году, буквально за год до организации Магометанского духовного собрания и муфтиата, по приказу Екатерины II Российская академия наук напечатала Коран на арабском языке для нужд мусульман империи. Это вызвало сильное негодование реакционной части российского общества. Однако царица отмахнулась, что не для введения магометанства она учреждает муфтиат, издает Коран, а для приманки на уду. Безусловно, деятельность вновь учрежденного ведомства была связана не только с удовлетворением религиозных нужд мусульман, но и носила чисто жандармские функции. Однако справедливости ради нужно сказать, что и православная церковь находилась под плотным колпаком и тяжелым прессом государства в лице Святейшего Синода. В Российской империи церковь всегда была служанкой государства. Священники не только освобождались от тайной исповеди, но и обязаны были докладывать о помыслах прихожан. Таким же образом и мусульманское духовенство, еще совсем недавно гонимое, а потому оппозиционное, было теперь поставлено на службу российской монархии. Это был орган надзора над мусульманским духовенством. В общем-то, оно контролировало все мусульманское духовенство. Здесь выдавались указы на занятие должности имама. Здесь давалось разрешение на строительство мечети и так далее. То есть, естественно, оно несло очень большие функции. И фактически после этого все имамы, которые не получили указа, они уже были вне закона. То есть они не могли открывать мечети, они не могли заниматься фактически религиозной и просветительской деятельностью. Муфти были госслужащими, заседатели это было тоже государственные служащие. Они не могли, естественно, трактовать что-то самостоятельно и выступать против какой-то, против конкретно деятельности правительства, государственных органов. Это была часть государственной бюрократической машины. Ответом на государствление ислама стал мощный всплеск мюридизма, как альтернативной формы организации российских мусульман. Уход из-под всепроникающего влияния государства казался наиболее мирным способом очищения мусульманской общины от неправедной власти кесаря. Если в Чечне и Дагестане мюридизм вылился в джихад под предводительством имама Шамиля, то в обескровленной восстаниями предыдущих 2 столетий Башкирии он принял форму пассивного протеста – протеста сердца. Неоспоримым духовным лидером движения стал имам-хатиб и одновременно суфийский шейх Зайнулла Расулев. Он ведь был не только суфийским шейхом, то есть духовным лидером мусульман, которые разделяли суфийские ценности, пребывали в рядах суфийского братства Накшбанди. Он был и религиозным деятелем общероссийского уровня, в те времена еще Российской империи. Только за несколько месяцев проповеди его мюридами стали 7000 человек. Официальное духовенство было испугано размахом мюридизма в Башкирии и приняло все меры по его ликвидации. По доносу Зайнулла Расулев был арестован и сослан в Вологодскую губернию. Вернувшись из ссылки, шейх Зайнулла Расулев стал имам-хатибом одной из соборных мечетей города Троицка,
нынешней Челябинской области. Сделав соответствующий вывод из своего неудачного опыта меридистского движения, он и его единомышленники положили начало новому движению – джадидизму, получившему свое название от арабского слова «джадид», то есть «новый». Новым было то, что джадидисты выступали в каком-то смысле в духе Мартина Лютера, стремясь, как и немецкий реформатор, сделать Священное Писание достоянием рядового верующего и научить его мыслить самостоятельно. Этим они выбивали почву из-под ног у ретроградной части духовенства, которая превратилась в своеобразную касту жрецов, узурпировавшую право богослужения. Джадидисты открывают несколько новометодных медресе. Одно из них получило название «Алия», то есть «высшее». Его основателем был Зияеддин Камали, окончивший Каирский университет Аль-Азхар и находившийся под влиянием идей арабского реформатора Мухаммада Абдо. Основанная им медресе сыграла выдающуюся роль в просвещении мусульман. Десятки его выпускников стали поэтами, писателями, учеными, общественными и государственными деятелями. Медресе просуществовало с 1906 по 1919 год, когда оно подверглось разгрому в ходе полыхавшей в стране гражданской войны. В начале 90-х годов прошлого века в связи с крушением коммунистического режима в России началась передача недвижимого имущества, принадлежавшего ранее исламской общине. Теперь в здании бывшего медресе «Алия» расположился учрежденный в 90-х годах прошлого века Российский исламский университет. И дальше уже идет, дальше Насара, Ма'лум идет. Насара, Насару, Насарат, Насарата, Насарна, Насарта, Насартума, Насартум, Насарти, Насартума, Насартумна, Насарту, Насарна. Это уже как переводится? Это мы помогли, да? Мы помогли. Давай дальше. Теперь мачхуль, давай. Джадидизм сыграл выдающуюся роль в зарождении национально-освободительного движения мусульманских народов Российской империи. Яркий тому пример – Башкортостан, провозглашенный автономной республикой через несколько дней после захвата власти партией большевиков. Семья лидера башкирского национального движения Ахмед Заки Валиди находилась под влиянием шейха Зайнулы Расулева, одного из идеологов джадидизма. Были катастрофические последствия эпохи Великих Башкирских войн, депопуляция региона, то, что из жизни, например, башкир вообще исчез элита, старая элита, например, Тарханов. Первая половина 19 века вообще характеризуется упадком башкирского общества во всех его сферах, в экономическом, в духовном, в политическом. И тем не менее, через полвека, к началу, уже в начале 20 века, мы наблюдаем оживление. Мы уже прекрасно знаем, что именно благодаря башкирскому национальному движению стала возможна вообще федерализация России. О чем это говорит? О том, что на смену прежней элите Тарханов, башкирского дворянства, которое в большинстве своем было истреблено, пришла новая элита. Это именно суфийские шейхи, но новые суфийские шейхи, нового типа. Это не были никакими-то там замшелыми ретроградами. Мы же видим, что именно благодаря Зайнуле Расулеву и его ученикам стало возможным стимулирование развитию в обществе новых идей. Установившаяся к 30-м годам 20 века жестокая диктатура Сталина обрушила всю мощь своего репрессивного аппарата на религию и духовенство. Более 60 тысяч представителей мусульманского духовенства нашей страны было репрессировано. В 1936 году был арестован весь президиум Центрального духовного управления. Они репрессированы, многие из них расстреляны. И на 1980 год у нас осталось всего 94 общины, по Башкортостану 16. Образовательный процесс
полностью был приостановлен. В советское время на весь Советский Союз существовало одно единственное духовное образовательное заведение. Это Бухарский медресе Мир Араб, где на 70 миллионов советских мусульман обучалось только 50 студентов. Это мизер абсолютно. Тем не менее, муфтиат, называвшийся теперь Духовным управлением мусульман европейской части СССР и Сибири, был сохранен, ведь формально в стране существовала свобода совести. Долгих 70 лет в стране господствовала идеология воинствующего атеизма. Несколько поколений христиан и мусульман воспитывались в материалистическом духе. Казалось, религия полностью стала достоянием учебников истории, и ее возрождение уже невозможно. Но все изменилось в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. За последние 15 лет в России построены тысячи мечетей, уничтоженные в годы коммунизма. Не является исключением и Башкортостан. Сегодня мечети есть почти в каждой деревне, не говоря уже о районных центрах и городах. Источники финансирования разные – средства муфтиатов, государства, муниципалитетов, благотворителей. Нередки случаи, когда мечети строятся на средства, изысканные самими имамами. Одним из таких имамов является Хамза Галямов, построивший собственную мечеть в одном из крупнейших микрорайонов Уфы – Сипайлово. Если еще совсем недавно на пятничные намазы приходили по нескольку стариков, то теперь в мечетях всегда людно. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Альхамдулилlah, ислам дини біздің ошо ерлерге 922 милади жылда һәм 360 жылда келіп еткені. Хвала Аллаху, исламская религия пришла на эту землю в 922 году от Рождества Христова или в 310 году хиджры пророка. Наши предки приняли ислам добровольно. То, что ислам дошел до этих мест, свидетельствует о благодатности нашей земли. Видимо, в древности здесь жили хорошие люди. По этой благодати ислам сюда и достиг. Пришел не откуда-нибудь, а из Аравии. А ведь Аравия находится отсюда за 1000 километров. Если подумать, то земля Башкортостана и Татарстана – благословенная земля. Здесь живет облагодетельствованный и благодетельный народ. За 70 лет воинствующего атеизма народ не покинул ислам, напротив, сохранил ему верность. Слава Богу, в республике изо дня в день народ возвращается в свою религию, в свой духовный мир, воспитывают детей в духе ислама. Все это по благодати ислама. Баллар тәрбияһенә һәм илебезгә булган хезмәткә әйләнеп кайта, бұл бөтенләй исламның бәрәкәтендә. Уфа постепенно возвращает себе статус одного из центров мусульманского образования России. В городе есть исламский университет и несколько медресе. Но для миллионной Уфы и 4-миллионного Башкортостана этого явно недостаточно. А учитывая, что дипломы духовных учебных заведений в скором времени будут подведены к государственным стандартам, ожидается значительное увеличение конкурса на них. Прежде всего, ислам привлекает молодежь как социально активная, своей социальной активностью. То есть молодежь, она как бы по своей сути является социально активной частью нашего общества, наиболее активной частью нашего общества. А ведь в исламе окончательный результат спасения души человека, спасения верующего, напрямую связан с его социальной активностью, то есть с тем, как он выстраивает свои отношения с соседями, как он выстраивает свои отношения с коллегами по работе, по учебе. То есть нельзя спасти свою душу, не выстроив хороших, ровных отношений с своими соотечественниками, с своими друзьями, с товарищами, с коллегами, с тем же государством. В конце концов, это вот является, на мой взгляд, является таким основным притягательным элементом ислама. Но, кроме того, есть справедливость, социальная справедливость в исламе. Впрочем, и сейчас нет отбоя от желающих получить религиозные знания и изучить арабский язык. На вечерние и заочные отделения поступает много людей в довольно преклонном возрасте.
А есть и молодые, которые в свободное от основной работы время приходят на занятия. То, что тяжелые годы воинствующего атеизма, это, естественно, наложило свой отпечаток, потому как в открытую человек не мог ни молиться, ни прочитать никах своим детям, напутствуя в жизнь. То есть было строго запрещено. Теперь, когда это открылось, у человека как бы распахнулись душевные возможности. И вот мы сейчас наблюдаем, это расцвет вот этого. То есть люди способные, которые могут за собой вести людей, которые могут быть примером для других людей, для своих собратьев, они с удовольствием приходят в мечеть и встают на руководящие посты, избираются этими же людьми в своих махаллях, приходах на руководящие посты и прекрасно работают, потому как они любят и уважают людей, умеют с ними работать. Ну, впоследствии это сейчас мы видим расцвет, то, что у нас есть вот в республике расцвет ислама. Урало-Поволжский ислам вынес множество испытаний за свою более чем тысячелетнюю историю. Привитый среди волжских булгар, предков современных татар и башкир, проповедью, а не мечом, он тем более дорог этим народам. Много раз российский ислам оказывался на краю гибели. Так было во времена монголов, в эпоху становления Российской империи, наконец, в тяжелое время коммунистического режима. Однако он не только сохранился, но и получил новый импульс для развития. Сегодня христиане и мусульмане, составляющие две основные конфессии России, живут не только в мире и согласии, но и созидают новую Россию, новую российскую идентичность, в которой нет места нетерпимости и ксенофобии. Ибо, как писал русский религиозный философ Владимир Соловьев в одном из своих стихотворений, «Бесплоден всякий дух гордыни, неверно злато, сталь хрупка, но крепок ясный мир святыни, сильна молящихся рука». Кажется очевидным, что Россия является по преимуществу христианской страной. Однако это не противоречит утверждению, что Россия также является частью исламского мира. Ислам появился здесь ранее принятия христианства Киевской Русью. Мусульмане, которых насчитывается более 20 миллионов, не иммигранты, а коренные жители своих этнических территорий. Именно христиане и мусульмане создали современную Россию, толерантную, многоконфессиональную и многонациональную державу, которую все мы, россияне, считаем своим отчим домом.